Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Новости 24» в студии Ахмед Хашигульгов. Коротко о главных темах выпуска. В республике вновь представлены новейшие медицинские технологии. В Государственном музее изобразительных искусств в республике открылась выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Священные Мекка и Медина продолжают принимать паломников со всего мира. В рамках всероссийского проекта «Медрус-2013» в республике во второй раз проходит бизнес-форум, в котором принимают участие компании, спонсоры и экспоненты не только из Ингушетии и регионов Северокавказского федерального округа, но и из других субъектов Российской Федерации. На мероприятии, посвященном внедрению инновационных медицинских технологий в систему здравоохранения, в первой половине дня побывал и Юнусбек Евкуров. Руководитель субъекта интересовался преимуществами и техническими возможностями представленной продукции лучших производителей страны и зарубежья. Глава Ингушетии вместе с руководителем регионального Минздрава Бесланом Матиевым осмотрел новейшее лабораторное диагностическое и стоматологическое оборудование. Это тоже новое оборудование или это? На вашем рынке мы как бы новенькие, потому что мы здесь раньше не присутствовали. Вообще фирма существует 20 лет. Город Воронеж, фирма Крылов. Это наше производство или? Да, это все производится в Воронеже. Воронеже, да? Все полностью, да. Аппаратная часть, инструментальная. Гинекологи, урологи, хирурги, то есть вот это как раз наши клиенты. Это все касаемо эндоскопии, да? С 27 сентября в республике началась отправка паломников в хадж. На сегодняшний день 4 рейса уже прибыли в Медину. Наша съемочная группа находится вместе с паломниками в королевстве Саудовской Аравии и следят за размещением в гостиницах и условиям, которые созданы для верующих. По телефону из Медины передает наш корреспондент Джабраил Алмазов. Приехала 4-я группа из республики Ингушетия. На сегодняшний день все наши паломники размещены по гостиницам. Это гостиница «Саван» и гостиница «Вестер». В течение дня совершили молитву в мечети имени пророка Мухаммада, того, что Аллах и приветствует. И также все посетили святые места. Вот первое, что происходит, это обычно все приезжают в Медину. Здесь все наши паломники побудут в течение 4 или 5 дней. Потом уже идет отправка в Мекку. И насколько известно, что где-то числа 16 или 17 начинает праздник Ид Аль-Адха, и поэтому хадж в основном начнется, скорее всего, с завтрашнего дня. Общались, у всех все нормально, никто не болеет. Так как я сам впервые сюда приехал, то просто словами не передать все. Вообще в Ингушетии отправлено 1500 человек. Но все они должны прибыть до 7 октября. А в данный момент здесь около 600 человек. Военная врачебная комиссия начала свою работу с 1 октября текущего года. В этом году для осмотра и отбора призывников комиссия выбрала лучших врачей Ингушетии. О том, как идет их работа и сколько призывников из нашей республики пополнят ряды вооруженных сил России, выяснила наш коллега Фатима Кариева. В военном комиссариате по городу Назрань и Назрановскому району к осенней призывной кампании подготовились основательно. Для призывников созданы все условия, но главное – это военно-медицинская комиссия, в обязанности которых, как отметила врач-терапевт Лейла Талдиева, входит осмотр призывника, начиная от измерений веса и роста, заканчивая полным обследованием организма. У нас республиканская военно-врачебная комиссия. Во время призыва у нас проходит медицинское освидетельствование призывники. Первую комиссию медицинскую они проходят в своих районных военкоматах. В дальнейшем вторую комиссию, заключительную комиссию проходит у нас. Военно-врачебная комиссия республиканского военкомата укомплектована всеми врачами-специалистами. В военно-врачебную комиссию по республике входит более 180 человек. За последние несколько лет число врачей заметно увеличилось, так как в республике с каждым годом растет количество призывников-добровольцев. Если в 2012 году в рядах российской армии проходили службу около 400 новобранцев, то в этом году планируется отправить в армию до 800 юношей. Если сравнить с предыдущими призывными кампаниями, вот нескольких последних лет это призыв граждан начал увеличиваться для нашей республики, что хорошо отражается, потому что призывников, желающих уйти в армию,
большое количество. Возраст призывников от 18 до 27 лет. В первую очередь отбирается та часть юношей, которая имеет высшее образование для несения службы в элитных войсках России. В целом, по словам специалистов призывной кампании, наши юноши отличаются добросовестным отношением к службе. Подтверждением тому являются благодарственные письма от командиров военных частей. Юноши, которые уже ушли в армию, служат, им приходит очень много благодарственных писем. Показали они себя с хорошей стороны. Командиры частей, я думаю, довольны их службой. Военно-врачебная комиссия продолжит свою работу до конца этого года. У призывников достаточно времени, чтобы ознакомиться с правами и обязанностями военнослужащего. Фатима Кариева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Наступление холодов не за горами, и в связи с этим всеми службами социального обеспечения проведены подготовительные работы. Ингушский филиал межрегиональной распределительной сетевой компании также не остался в стороне. В стенах его здания прошло совещание, на котором обсуждались вопросы о проделанной работе по подготовке к зиме. Ася Видзижева продолжит тему. На встрече представители Северокавказской межрегиональной распределительной сетевой компании с ингушским филиалом МРСК обсудили вопросы готовности к зиме их подведомственных подразделений. Сотрудники филиала провели неоднократные ревизии всех электроподстанций республики. К сегодняшнему дню ремонт трансформаторных сетей и приборов учета завершены. Мы особенно усиленно готовимся к осенне-зимнему периоду, а именно вот к сегодняшнему дню выполнены практически все ремонты электрооборудования и зданий и сооружений, которые влияют на прохождение ОЗП. Введены новые объекты, которые влияют на прохождение этого осенне-зимнего периода. И, в принципе, в течение всего следующего этого периода, я слишком часто повторяюсь про период, но тем не менее, а именно до 15 апреля перерывы электроснабжения должны быть минимальны. Представители энергетической комиссии отметили, что своевременное и качественное выполнение ремонтных работ будет способствовать бесперебойной подаче электричества потребителям и вручили представителям ингушского филиала паспорт готовности к зиме. Уважаемый Руслан Аюпович, я как председатель комиссии хочу вам доложить, что комиссия провела проверку готовности ингушского филиала ООО МРСК Северного Кавказа готовности к работе в осенне-зимний период и пришла к заключению, что ингушский филиал готов к работе в осенне-зимний период. И я очень рад вручить вам паспорт готовности, который свидетельствует о том, что электросетевой комплекс Республики Ингушетия будет работать надежно и бесперебойно. Кроме того, подготовлена вся спецтехника, также произведен аварийный запас всех марок проводов. Коллеги из Северокавказского федерального округа высоко оценили профессионализм и готовность к действиям в экстремальных ситуациях, ответственных за энергообеспечение. Все намеченные работы проведены в соответствии с графиком. Ася Видзижева, Рамзан Миржоев, Новости 24. В Туле прошел 4-й международный фестиваль туристического кино «Свидание с Россией», в котором приняли участие и представители нашей республики. Программа фестиваля была разнообразной и многоликой, включала в себя конкурсные и внеконкурсные показы фильмов российского и зарубежного производства. Все без исключения члены конкурсной комиссии отмечали неподдельный интерес и увлеченность подаваемых материалов участников конкурса, режиссеров и операторов, создавших фильмы в более 15 номинациях. Также жюри фестиваля было единогласно принято решение о проведении следующего юбилейного 5-го международного фестиваля туристического кино в Ингушетии. Фестиваль уже по пути в Ингушетию. Я думаю, уже, судя по оценкам, где-то в августе, может, в начале сентября мы его будем уже отмечать и проводить на территории нашей республики. Фестиваль прошел успешно. Мы сделаем все возможное, чтобы он с таким же размахом прошел на территории Ингушетии, так как наша республика является как раз такой туристической колыбелью Северокавказского федерального округа. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации в Государственном музее изобразительных искусств в Республике Ингушетия открылась выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Ингушетии «Народное творчество, традиции и современность». Индира Манкиева продолжит тему. На экспозиции представлены изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, многообразные направления народных ремесел, резьба по дереву, металлообработка, изделия из кварца и стекла, образцы сценического и современного костюма с использованием традиционных ингушских и казачьих мотивов. В новом выставочном зале декоративно-прикладного искусства
Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии открыта новая экспозиция. Экспозиция и выставка декоративно-прикладного творчества под названием «Народное творчество, традиции и современность». Выставка подготовлена и организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Понятие декоративно-прикладное искусство достаточно широкое и многогранное. Произведения, созданные в этих видах искусства, результат творчества многих поколений, единых в своей художественной структуре и необычайно разнообразно по своим особенностям, которые проявляются во всем, начиная с выбора и использования материалов и заканчивая трактовкой изобразительных форм. Здесь представлены удивительные по схожести и красоте башни и целые башенные комплексы, передавая уникальную красоту горной природы Ингушетии. Важное место на выставке занимает и живописное искусство, которое воспринимается как мгновенно найденные и схваченные с натуры сюжеты, наполненные представлениями художника о красоте и гармонии уникальных кавказских ландшафтов. В экспозицию включены разные жанры и направления декоративно-прикладного искусства нашей республики, а также предметы, подаренные в дар нашему музею Московским выставочным центром Росизо. Творчество наших мастеров вносит неоценимый вклад в возрождение и развитие национальных ремесел Ингушетии. Их работы всегда вызывают живой интерес не только у зрителей, но и у профессионалов. Индира Манкива, Резван Аушев, Новости 24. В столице Ингушетии открывается первый зал по национальному виду спорта «Шот-Санлат», созданная бывшим командиром ингушского ОМОНа, почетным профессором Казахской академии спорта и туризма Магомедгиреем Султыговым. Это национальное боевое искусство имеет большую популярность не только у нас в республике, но и во многих странах бывшего Советского Союза. Подробности в материале Лейлы Гайсановой. Идея для продвижения этого национального бренда и открытия секции была предложена Юнузбеком Евкуровым на встрече с ингушской диаспорой в Казахстане летом прошлого года. И сегодня при поддержке главы республики и Министерства спорта у нашей молодежи есть возможность заниматься этим поистине ингушским видом спорта. Вот в этом огромном светлом зале школы-лицея номер 1 города Магаз мы начинаем набор первых воспитанников по системе нашего национального боевого искусства, национального единоборства «Шот-Санлат». Адам Альсагов – один из тех, кто оказал поддержку в организации и популяризации этого спортивного движения в нашей республике. И мы время зря не теряли. И первый шаг, уже практическая работа началась. Помимо этого, у нас активно ведется юридическая работа, потому что тут предстоит помимо тренерской работы и юридическое сопровождение национального вида боевого искусства. У нас формируется, регистрируется федерация тотального боя «Шот-Санлат». В ближайшее время эта работа будет завершена. Бекхан Акталиев, главный тренер клуба «Боец», чемпион России по дзюдо и боевому самбо, входит в команду Магомедгирея Сукиева и будет помогать ему в обучении молодежи. Наконец-то мы придумали свой вид спорта. Сейчас будем его развивать еще. Конечно же, впечатления огромные насчет этого вида. Я буду активное участие, конечно, в этом принимать и помогать. То, что от меня, конечно, требуется, буду вкладывать и в любое время, когда надо будет, представлять любые интересы в Шот-Санлат. Видя, какие люди стоят у истоков боевого искусства, можно смело сказать, что в скором времени Шот-Санлат получит широкое распространение среди молодежи республики и станет поистине культовым национальным видом единоборств. Лейла Гайсанова, Амир Арчаков, Тимур Карахоев. Новости 24. Груша весом в 1 килограмм выросла во дворе у садовода-любителя Аббаса Матиева. Эта новость облетела весь интернет, и многие задавались вопросом, а возможно ли такое? Наш корреспондент побывала в гостях у садовода и узнала, в чем секрет сельхозуспеха. Строитель, писатель, журналист, и несмотря на загруженность, он успевает заниматься домашним хозяйством. Аббас Матиев в одночасье стал знаменитостью. Груша, выросшая в его саду, весит аж 1 килограмм. Многие не верили, но это так. Секрет успеха, отмечает садовод, в правильном уходе. Это грушевое дерево было посажено в 2000-м. 2 года никакого плода не давало. А затем Аббас воспользовался советом, который когда-то дал ему отец.
Мой отец говорил, если первые 3 года делать прививки, то в следующие годы дерево бывает сильным. На 6-й год на этом дереве выросло 3 груши весом 2 килограмма 100 грамм. После этого год от года дерево давало все больше и больше плодов. Сейчас же плоды растут, и каждая из них весит не меньше 300 грамм. А пока растут деревья, Аббас занимается писательской деятельностью. Им написаны такие работы, как сборник стихов «Райский забор», «Жизнь, посвященная народу», «Удача». Пишет мотив на родном языке. Также он пишет статьи. А еще мотив известен как «Строитель». Именно его руками построен кадетский корпус, дом ветеранов в Сурхахах, детский лагерь Эрзи и многие другие объекты. Помогает ему в этом его многочисленная семья, 9 сыновей, 3 дочки, 7 снох и жена. На вопрос, как удается одному человеку заниматься всем этим и получать от этого удовольствие, Аббас отвечает: труд. Именно трудолюбие помогло семье Мотивах пережить трудности после возвращения с ссылки. Не трачу ни одной минуты. Свое время я делю на 3 части. Часть времени работаю, часть отдыхаю. И в итоге остается 8 часов. И за это время человек может много чего выучить и сделать. Равномерно распределяя время, можно много чего успеть. Возвращаясь к теме сюжета, стоит отметить, что эта самая груша будет представлена на международной выставке «Агрорусь» и, возможно, займет достойное место. Далее Плиева, Аслан Янов, Рашид Индиев, Новости 24. Это были все новости к этому часу. Берегите себя и оставайтесь с нами.